Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ, в студии Диана Малярова. И вот главные темы этого выпуска. Вместо дезинфекции отравления челнинцы жалуются на обработку подъездов сухой хлоркой. В проблеме разбиралась Валерия Новожилова. Смогли почувствовать заботу и сочувствие. В Челнах нуждающиеся получили комплексный обед и теплую одежду во Всемирный день волонтеров. С миру по нитке. Объединившись, челнинцы смогли подарить подростку с ограниченными возможностями здоровья кресло-коляску почти за 500 000 рублей. Хоккейные клубы «Челны» и «Динамо Алтай» провели между собой 4-й матч подряд. Удалось ли желто-синим одержать победу? На 2 предприятиях зафиксированы новые очаги коронавирусной инфекции. Речь идет об организациях ООО «Элмонт» и холдинговой компании «Кама Тракс», где у сотрудников лабораторно подтвердился диагноз. Всего в Челнах за последние сутки зафиксировано 8 новых случаев заражения, в то время как в столице республики больных COVID-19 выявлено 60 человек. По словам мэра города, цифры оптимизма не внушают, улучшений нет, койки для пациентов нужны. Поэтому было принято решение приостановить ремонт инфекционной больницы. Уже обновили и оснастили оборудованием блоки В1 и В2, на очереди блок Б, завершить полную реконструкцию которого возможности пока нет, сообщил Наиль Магдеев. Мы не можем полностью закрыть блок Б и вывести из оборота эти койки, они сегодня нужны, поэтому пока перетерпим, но я думаю, что месяц-полтора потом приступим, или вернее продолжим капитальный ремонт блока Б. Невозможно дышать. Жители 44-го комплекса пожаловались на дезинфекцию подъездов. По словам горожан, вместо жидкого раствора лестничные клетки обработали сухой хлоркой, пары которой ядовитые и могут вызвать отек легких. Смесь насыпали на каждом этаже, и теперь в подъезде нечем дышать. На место выехала наша съемочная группа. 4 числа они повесили график, и завтра, как говорится, у них следующая дезинфекция, мы ее уже боимся. Боятся жители дома грядущей обработки лестничных клеток, ведь предыдущая до сих пор травит соседей. По всему подъезду рассыпана хлорная известь. Жительница дома 4402 Оксана Кучерова обратилась на нашу горячую линию с просьбой рассказать управляющим компаниям, как правильно дезинфицировать подъезды. Челнинка переживает, что вещество, которым недавно провели обработку, выделяет ядовитые пары. Дезинфекцию как таковую мы и не видели до этого. Вот увидели и узнали, что такое дезинфекция. Это вот 4 числа, когда с утра нам просто засыпали подъезд хлоркой. У меня в квартире двое взрослых людей, которые хроническим заболеванием легких болеют. А это все оседает, это же отравление будет. Вообще хлор – это биологическое оружие считалось. В Первую мировую войну его немцы против англичан использовали. Таким способом дезинфекции недовольны и другие соседи. Дышать нечем, опасное вещество рассыпано по полу, опасно выходить на улицу с детьми и животными. Запах такой идет, сильный, едкий. У нас дети со школы возвращаются в школу. Как бы я против такого обрабатывания. Я против этого. Почему? Потому что это вредно, так не должны обрабатывать. В управляющей компании «Паритет», которая обслуживает дом 4402, нам также подтвердили, что порошковую хлорку для обеззараживания подъездов использовать нельзя, и в сложившейся ситуации пообещали разобраться. Хлорную известь мы разводим так. 2 килограмма на 10 литров воды. Все это накрываем крышкой, перемешиваем периодически. Все это настаивается сутки. Пользуемся на следующий день. Сухую хлорную известь мы не сыпем, потому что так делать нельзя. Возможно, может быть, жильцы что-то посыпали. Может, это еще что-то, не хлорная известь. Сейчас разберемся. Хлорная известь действительно относится к классу высокоопасных веществ. Использовать ее для обработки можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Вряд ли подъезд можно назвать таковым. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, хлорной известью разрешено дезинфицировать только на улице. На территориях, непосредственно прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам для обеззараживания тротуаров, площадок используют хлорную известь. В многоквартирных жилых домах используют средства хлороактивные. Например, гипохлорид кальция в концентрации не менее 0,5% по активному хлору. При отравлении хлором у человека першит в горле, ему сложно дышать. Если хлорная известь попадет на кожу, пострадавший получит сильный химический ожог. Человека необходимо как можно быстрее вывести на свежий воздух, напоить молоком и вызвать скорую. Сильное отравление может вызвать удушье или отек легких. Валерия Новожилова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ.
Челнинцы продолжают садиться за руль в нетрезвом виде. За минувшие выходные административные протоколы были составлены в отношении 12 водителей. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. По данным сотрудников ГИБДД, всего за 2020 год в Набережных Челнах было выявлено 1300 случаев вождения в пьяном виде. Госавтоинспекция просит горожан сообщать о нетрезвых водителях в телеграм-канале ГИБДД «Набережные Челны». Нужно отметить, что благодаря этому мессенджеру только за вчерашний день автоинспекторы выявили 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. При пресечении нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений, применяется задержание транспортного средства, влечет на ввожение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. Бывших сотрудников предприятия «Камгаззяпь» не оставят без работы. Мэр города Нельмагдиев поручил руководителю кадрового центра Татьяне Быдановой предоставить уволенным новые вакансии. Завод ячеистых бетонов объявлен банкротом. Предприятие большие долги перед коммунальными службами. И налоговой общая сумма более 1 миллиарда рублей. При этом предприятию удалось избежать задолженности по заработной плате. Сейчас в «Камгаззяпь» работает 140 человек, которые жалуются на невыносимые условия труда. В цехах нет воды, тепла и электричества. Тем не менее, как нынешние, так и бывшие сотрудники ратуют за возобновление деятельности завода, которому судом назначен конкурсный управляющий. Но по наставлению мэра им уже готовы искать новую работу. Предприятие сегодня находится в тяжелом экономическом положении, но наша задача, как органов власти на местах, помочь людям найти работу. С каждым персонально необходимо, Татьяна Александровна, встретиться на рабочем месте, выехать туда. Ну, по той же схеме, как мы с вами занимались трудоустройством работников Ford Solers. Во Всемирный день волонтеров в Набережных Челнах люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогли почувствовать заботу и сочувствие, что согрело их не меньше, чем тарелка горячего супа. На территории возле спорткомплекса «Олимпийский» нуждающиеся получили комплексный обед и теплую одежду. Руслан Бекмухаметов продолжит. Запах вкусного обеда манит издалека. Гречка с мясом, тефтели, булочка, пряники и чай. Горячий обед посетители оценили по достоинству. Нормально. Спасибо вам. Очень вкусно? Вкусно, вкусно. Нормально. Нормально, нравится еда? Нравится. Очень вкусно. Вкусно. Сами первый раз у Рустама на полевой кухне? Первый раз. Раз еще бы приходили, если он приезжал? Да. Идея заняться раздачей еды бездомным родилась на фоне коронавируса, рассказывает бизнесмен Рустам Гатин, который имеет большой опыт в организации питания на массовых мероприятиях. В прошлые выходные полевая кухня накормила бездомных в старой части города, а в субботу впервые развернулась на пустыре между органным залом и Олимпийским. Чтобы проинформировать нуждающихся об организации помощи, заранее были развешаны листовки по всему району. Важное, необходимое мероприятие. Сейчас на улице холодно, около 20, почти 20 градусов. И такие люди остались без средств существования. Хотя бы один раз надо бы их покормить. Поэтому такая родилась идея. И оказалось, что их не так уж и мало. Надеюсь, что к следующему разу больше людей об этом узнает, подойдет, и мы сможем прийти к нашей главной миссии. И мы не останавливаемся только на том, что хотим накормить кого-то. Мы параллельно раздаем теплую одежду. Параллельно с нами здесь находятся другие некоммерческие организации, которые готовы предоставить помощь и психологическую. Полевую кухню для нуждающихся пока организовывают только раз в неделю. В планах увеличить хотя бы до 2. Место организаторы выбирают заранее. Полевая кухня, она сама по себе это военная техника, и возить ее нужно на УАЗике. То есть там есть специальный фаркоп, не такой, как на обычных легковых автомобилях. Он как на грузовиках, как на зилах, и как раз-таки на УАЗе. Поэтому мы полевую кухню можем доставить в любую точку. Благотворительная акция лишь набирает обороты. Главной задачей, как отметил Рустам Гатин, объединить различные некоммерческие организации и помощь бездомным. Сейчас бизнесмен решает вопрос с исполкомом, чтобы получить постоянную территорию под его полевую кухню. Если специальное место все-таки выделят, предприниматель планирует оказывать поддержку нуждающимся на ежедневной основе. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ. Сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь, впереди много интересного.
Минеральная вода санатория Шефаласу и Жминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии «Сказочный Восток» с 11 по 20 декабря в Экспо Кама. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Отметить Новый год в заведении можно будет до 3 утра. Власти Татарстана приняли решение о таком послаблении. Согласно постановлению, разрешение действует только в ночь с 31 декабря на 1 января. В остальные дни заведениям разрешено работать только до полуночи. Кроме того, родители смогут отправить детей в загородные лагеря. Что касается пришкольных, их работа запрещена в связи с распространением коронавирусной инфекции. Загородные лагеря планируют работать. Это и оздоровительный комплекс «Саулок», это Солнышко и Росинка. Ограничений каких-то в работе загородных оздоровительных учреждений не планируется. Но еще раз говорю, все будет зависеть от той ситуации, которая будет в период школьных каникул. И еще одна приятная новость. 31 декабря объявлено выходным днем. Распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов. Учитывая, что 31 число – традиционно праздничный день и горожане активно готовятся к Новому году, рабочий день переносится на субботу, 26 декабря. Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени. Возможность для прогулок и полной реабилитации. В наших прошлых выпусках мы показали сюжет о подростке, которому нужна дорогостоящая коляска стоимостью 427 тысяч рублей. Сумма для семьи неподъемная, однако спустя неделю челнинцы сплотились и воплотили мечту в реальность. Мы побывали в доме семьи Саттаровых и узнали о планируемых теперь курсах реабилитации и состоянии мальчика. Многофункциональная электрическая коляска стала настоящим подарком в преддверии дня рождения Камила Саттарова. 9 декабря ему исполнится 16 лет. С рождения Камилу поставили диагноз – детский церебральный паралич. Несмотря на физические ограничения, Камилу отлично дается изучение языков, счет на китайском. Он освоил игру в шашки и шахматы и учится на дистанте в 9 классе. Передвигаться помогают родители, но с появлением железного помощника жизнь станет гораздо проще. Вес коляски 170 килограммов, что исключает возможность ее опрокидывания. Кроме того, ей достаточно просто управлять с помощью вот этого пульта. Также коляска полностью принимает форму тела человека, что позволит Камилу чувствовать себя в ней достаточно комфортно. Вся жизнь в коляске – это не про Камила, говорят родители. Папа активно занимается с сыном на турнике с помощью строп. В ближайших планах плавание и полный курс реабилитации. Мы предложили маме Камила реабилитацию в нашем центре. У нас есть возможность, у нас есть дополнительный спортивный зал «Артфит», где он сможет на специализированных тренажерах заниматься, и это позволит укрепить его мышечный корсет, и, может быть, мы когда-нибудь увидим, как Камил пойдет. Я еще поверить не могу до сих пор, что спасибо огромное. Дай Бог, чтобы нам принесла на побольше здоровья, чтобы пользу уж от нее мы увидели. Спасибо огромное. Спасибо. Мне слов нет. Также хотим сообщить, что в нашей телекомпании есть кресло-коляска с ручным приводом. Ее передали нам неравнодушные челнинцы. Те, кто нуждается в такой коляске, могут обратиться к нам по номеру 8 939 311 31 31. Диана Млерова, Сергей Вильданов, Айдар Мусин. Новости Челны ТВ. В Ледовом дворце хоккейные клубы Челны и Динамо Алтай провели между собой 4-й матч подряд. 3 предыдущих сложились в пользу сибиряков. Удалось ли желто-синим одержать победу хотя бы в заключительной игре, расскажет Константин Величко. Как и ожидалось, после 3 проигранных матчей подряд на своей площадке игроки Челнов бросились забивать. Но пропустили первыми все-таки хозяева. Точный выстрел удался у Константина Пархоменко. На ответ желто-синим понадобилось 5 минут. Денис Чурмаев с острого угла зарядил точно под перекладину. На первый перерыв команды ушли при ничейном счете. Эмоции у нас есть у всех. Все бились до последнего. Все-таки 4 игры за 5 дней, это все равно тяжело. Но эмоции были, все хотели победить хотя бы крайнюю игру в этой серии, одержать победу. После перерыва одна из контратак хозяев привела к тому, что желто-синие вышли вперед. Максим Кунишников бросил от синей линии, шайба отскочила от борта, попала в ногу вратарю и залетела в ворота.
Барнаульцы сумели сравнять счет уже ближе ко второму перерыву. В заключительной 20-минутке сибиряки вернули хозяевам должок по игре в большинстве. Алексей Разумов вывел гостей вперед. Соперник играет на наших ошибках. Он в Барнауле это делал. С этим мы справились. Ребят просили максимально аккуратно, максимально строго сыграть. Ребята выполнили всю установку. Еще раз повторюсь, огромное им за это спасибо. Штурм владений стражи ворот барнаульцев Никиты Ложкина результатов не принес. Да и штурмом это трудно назвать. Заключительные минуты матча челны играли в меньшинстве. Закончились опасные моменты в игре, а за ними и время матча. 2-3. Челны потерпели 4-е подряд поражение на своей площадке. Что-то идет пока не так, ничего страшного в принципе. Очень серьезный соперник, очень хорошая команда «Динамо Алтай». Это все-таки один из претендентов на чемпионство. Вот. Но тем не менее, я ребятами доволен. То есть то, что бьются, ребята играют. И самоотдача очень хорошая. Впереди у хоккейного клуба «Челны» 4 выездных матча в Кургане, где желто-синие сыграют против идущего на последнем месте в турнирной таблице юниора. Константин Величко, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Скоро Новый год. Самое время подумать о праздничном меню и подарках для близких. В одном месте в павильоне у гипермаркета «Мегастрой» челнинцев ждут деликатесы, одежда и интересные подарки. Новогодняя ярмарка будет работать с 9 по 13 декабря. К новогоднему столу богатый выбор красной икры и рыбных деликатесов с Дальнего Востока. Сыр сулугуни, запеченная оленина, запеченное мясо перепелок и кролика. К чаю натуральный мармелад и медовые коллекции. И куда же без подарков? Оригинальные и практичные сувениры, посуда и аксессуары для кухни, текстиль, натуральные масла из Новосибирска и косметика Алтая. В морозы вас согреют пятигорские шубы, куртки, монгольские кашемировые вещи из шерсти яка и верблюда, головные уборы, тамбовские унты. Совершив покупку от 500 рублей, заполнив купон, вы сможете выиграть 1,5 килограмма икры и другие товары с ярмарки. Челнинцев и гостей города приглашают за новогодними покупками в павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. А сейчас с новостями погоды вас ознакомит Ольга Гайдабура. Сразу после них новости на татарском языке.